Чайки меня, наверное, тут заколебут. Чайки ругаются. Вон чья-то, друзья. Тык-тык-тык-тык-тык. По пляжу бегают. Все, не трогаю, не трогаю. Все, не трогаю. Привет, ребята. Ну что, первая рыбалка у себя на родине после поездки на Волгу. Никуда не уезжал, занимался делами. В общем, вот сегодня решил я прокатиться. Посмотреть лодку, посмотреть мотор. 2 недели не заводил. Все отлично. Немножко подспустил дно. И сегодня собрался порыбачить, ребята. Вода у нас большая, ужас. Приехал, ребята говорят, 1,5 метра Андрюха поднялась. В общем, ну она опять начала сейчас падать. Вот пляжи, ребят, что вы думали, ну, примерно где-то вот там заканчиваются. Тем более в июле месяце. А здесь прям половодье, так скажем. Ну, вроде лечь пошел. Это хорошо. Решил сегодня никуда далеко не ехать. Прямо возле дома. Женек подсказал точку. Недавно здесь был. Подлещик клюет. В общем, никуда не поехал. Так как еще не ходил толком, не знаю, какая вода, как места. Поеду куда-то вдаль. Там затоплено или еще что-то будет. Ну, неинтересно. Надо сделать разведку, а потом уже убираться. Так что, в общем, возле деревни, друзья, недалеко поднялся. Пляж, который падает хорошо, такая глина, грязно. На той стороне обрывы шикарные. Ну, в целом, с отсюда хочу порыбачить на фидер. Здесь такая коса получается. И мне кажется, здесь будет самое удобно забрасывать, так как здесь расстояние реки очень маленькое, чем, допустим, взять ту сторону. Метров 7 дает дистанцию заброса, но это не волжские дистанции по 70 метров, так что здесь-то по-любому добросим, друзья. В общем, фидерок, сумка, там вещи, стул. Ну, в общем, я прям особо сильно, ребят, не брал ничего. Ночи белые, тепло, дождя не обещали, так что все отлично. Потихоньку, помаленьку сейчас вот расстановлюсь, прикормочку и посидим ночку, побалдеем, братцы. Все-таки свои стены крепят. Дома в гостях хорошо, но дома, ребята, лучше, правильно? Так, градусов 22 сегодня. Ну, не особо жарко, но все равно солнышко греет. Ладно, будем потихоньку заниматься. Время 5 час, так что времени в вагон. Посидим, ребят, посмотрим. Погнали. Так, друзья, ну что, по прикормочке здесь все шикарно. Целое пакетище. Немножко разложился, как обычно, столик. Мой любимый диван. В нем вообще шикарно отдыхаю. Ну и, в общем, что, ребята, у меня есть по прикормке. Вспомнил, что было замороженное пшено. Но вот она еще не отсушила толком. Я вроде его сегодня днем достал. А она не отошла, зараза. Я промерзла. Ладно, придется оставить.
У меня еще с Волги, друзья, осталась база, смесь Дунаева. Ее замешаем тогда в базу. Ведерко, как обычно, маленькое, ребята. Мы будем дозами кормить тогда небольшие. Так, здесь меласка у меня еще осталась, тоже с Волги. И как обычно, друзья, лещ бисквит, лещ жареные семечки. Ну, естественно, жареные возьмем. Очень мне нравится эта прикормка моя. Постоянно видите ее. Я ее не просто, ребят, беру, она мне, в принципе, и нравится. И в целом, как бы, ничего, такая пойдет прикормочка. Вот как раз она беленькая немножко. И смешаем мы. Кукурузу я не купил. Забыл. О, шикарно. Сейчас ведерко мы замешаем. Это не выбрасываем, ребят. Это с собой. Здесь у меня еще прикормочка. Здесь немножко я обновился. Любимые крючочки взял. На Волге порастерял все, пообрывал. 80-очку еще в резерв. Тоже пару кормушек потерял. Надо запасы, друзья, пополнять всегда. Ну и все. Здесь еще пачка. И пшено. Это, в принципе, целая рыбалка. Следующая, может быть, будет когда-нибудь. Ну вот. Естественно, меласки, друзья. Хорошая вещь, на самом деле. Правда, банка какая-то попалась. Подтекает. Вот так ее. И все. Сейчас замешаем. Без кукурузки, ребят. Чисто будет прикормка. Посмотрим на выходе, что получится. Ну, вроде, ребята, уложили нормально. Но ведро поменяю, честное слово. После этой рыбалки поменяю ведро. Шикарно пахнет семечками, реально семечками. Нормально. У нас течение. Надо привыкать, ребята. А то привык, там течения нету особо. А здесь у нас течение. И как заметили, фидера ставлю вот так вертикально. На Волге все ставят на две рогатульки, то бишь он стоит боком. Не надо голову задирать, что видно поклевку. Но мы ставим здесь, ребят, не просто так из-за этого, что нам так нравится или что-то еще. Во-первых, вершинка стоит высоко и шнур меньше соприкасается с водой. Соответственно, меньше стягивает. И у нас идет трава, грязь. Опять же, меньше налипания всякого грязного на шнур. Так что не просто так ставлю вот именно вот таким образом фидера. Хотя, конечно, поставить его вот так и увидеть кончик, не надо загибать голову, намного приятнее. Но, друзья, это не просто так. Ну все, друзья, потихоньку все готово. Сделал поводочки. Цепляю вертлюг застежкой. И получается, начинаем промеряться. Ну что тут промеряться? Глубина здесь небольшая. В этом месте тем более. Если метра 2-3 будет, уже нормально. Это не на Волге на пятнашке стоять. На лесных речках как-то так, да. Так, маркер. Маркер вроде не потерял. Все нормально, да. Маркер на месте. 100-граммовый маркер у меня. Вот так вот. Ладно, что, пробуем. Поищем какую-нибудь бровочку. Так, что у меня тут? Клипса стоит, да, старая. Волжская. О, добросил до клипсы старой. Отлично. Что-то не понял сейчас.
Ну тут тащит, смотрите, друзья. Тащит, так далеко кидать-то, естественно, я не буду. Поближе чуть-чуть. Но я уже по пляжу иду. Я уже иду по пляжу. Так, друзья, ну что, этот нашел, поставил. Интересно, там какая-то, блин, непонятное такое дно. Получается, там обрыв, потом резкая бровка. Идет такой, типа не гальки, но такой мелкий камень. И потом метр-два, и все, идет пляж, песок. Я вот туда хочу ложить прикормку. Но мне надо будет постараться. У меня 110 есть. Есть 110. Вот здесь, наверное, вот на правый фидер мы поставим ее, чтобы как-то держал. И тест у меня позволяет этого фидера. Ну а здесь сотку. Посмотрим. Ну вроде так стоит. Короче, там мелко, здесь свальчик идет. Получается, надо кидать чуть-чуть по течению. Чуть-чуть. Ну вот тоже нашел, ребята, бровочку. Придется пошвырять. Нравится мне эта катушка. Здесь железная клипса. Дистанция тоже далекая, но здесь хоть с пляжа, друзья. Здесь вот так вот. Сотку тащит. Сотку тащит. Ну ладно, братцы, ну, все, посмотрим. Друзья, погнали. Поводок сразу зацепил. Буду много кормить, кидать часто. Так что какие-то старточные закормы, блин, ну это не знаю. Не в моей компетенции. Точка накормится и так, по-любому. Потому что я же не спортсмен, я не хочу тут быстро-быстро наловить рыбу. Потихоньку, помаленьку, тем более приехал к вечеру пораньше. Так, ну опарик, кстати, тоже волжский. Пучок опарика, без кукурузы, без ничего. Пучок опарика. Что-то там покупал, вроде такие толстые были. А здесь какие-то худые. Похудели, что ли, за поездку. Страха натерпелись. Опа. Бабочки летают. Так, ну что, типа вот того. Такого того. 110 правый. Так, ну по столбу, наверное, буду бить. Капец, конечно, удары. Жесть. Фух. Сейчас посмотрим, что будет тут творить. Ну, тащит, да, немножко тащит, конечно. Это явно понятно. Поклевочки, ребят. Мелочушка стоит. Это радует. Сейчас, правда, солнце будет прямо на закате, прям в лицо. Немножко неудобно будет, конечно. Но это мелочи жизни. Можно позагорать даже. Поклевочки есть. И на этот, и на этот. Тырк-тырк-тырк. Мелочушка. Хорошо. О, трава-то, ребята, есть. И мелкая плотвичка. Это даже не плотвичка, густерка. Блин, травы сколько, смотрите, ребята.
Мелкая густерка. Вот, пожалуйста, трава. Стояла минуты 2. Печально. Трава. Трава надоест. Опять какая-то мелочушка. О, это даже, ребят, вообще плохо, что вот такая рыба. Шаклявиха, верхоплавка, все по-разному называют ее. Даже не мычок. Густерочка, густерочка. В общем, друзья, пока мелочь, тупо мелочь. Даже нет сороги, не стоит. Вот такие рыбки и мелкие густерки. Ну, вечер. Будем ждать вечера. Еще очень рано. Поднялся недалеко. Прокатился. Лодка завелась с первого раза. Все хорошо. Мотор работает. Все нормально. С такой водой, ребят, наверное, можно ехать на точке налима и рыбачить налима еще, наверное. Вообще легко. Покормим точку, что? Будем готовить поляну. Пока. Такая поклевка была, друзья, не знаю. Как будто прям подлещик, может, мелкий. Скорее всего, густерка. Трава, блин. Ну, мелочь. Просто с травой, наверное. А, елец. Вот я за ельца говорил, друзья, вот и елец. Наш северный елец. Ну да, они жадные такие. Сильная рыба. Ой. Ельчик. Кто-то звонит, блин. Мелочушка, мелочушка. Вообще жесть. А, я понял. Чё, думаю, не то, друзья. Хорошая поклевка такая была. Щука. Вот, смотрите. Прям держала нормально так. Порвала полностью. Думаю, что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум. Прям так. Хищник. Щукарь стоит на точке. Мелочуха, мелочуха. В общем, друзья, по кормушек 10-15 уже забросил на каждый фидер. Немножко скорректировал точку. Ну, вот так они звенят. Но это мелочь. Много мелочи подошло в верхоплавке, густеры небольшой.
И, в общем, щучки подошли. Прямо травы так много, блин. Вот, смотрите, сколько травы, друзья. Угу. Вот такие густерочки вместе с травой. Травы, короче, у нас, друзья. Как я на Волге отдыхал, блин, от этой травы. Здесь прям ее куча. Кстати, друзья, постоянно спрашиваете, что за Андрюх пару банки у тебя. Ну, в целом у меня 2. Для походов мне вообще достаточно. Ромас 30-ка и Ромас 20-ка. То бишь 50 со мной. Заряжаю как бы относительно. Не только там телефон, фонарик. Ну, постоянно надо заряжать батарейки на камеру. Так что нормальные банки. Мне они нравятся. В общем, друзья, мелочь, мелочь, мелочь. Она просто долбит. Жалко опарыша просто. Пучок опарыша, жалко мне его. Объедают. Ну, прикормку, да, понятно, что забрасываешь. Это понятно, но рано припылил. Хотя знал, что надо к вечеру. Ну, я просто не планировал, что я сюда так близко приеду. Думал, пойду вниз. Но потом что-то начал спускаться. Смотрю, блин, воды нету. Точнее, воды море. Точнее, воды нету, говорю, воды море. Там просто залитые места еще, мне кажется, будут. Вот это качели в этом сезоне, конечно, жесть. Что зимой толком не было рыбалки. Что вот лето надо уже вот в июле на миногу рыбачить. Продольники туда-сюда. А вот что, он на метр прибудет, все затопит. На метр упадет. Такая хрень. Ну ладно, долбит и долбит. Будем ждать вечера, короче, друзья. Там уже будем смотреть. Опять что ли щука, блин. Рывки такие серьезные, а подсекаешь мимо. Да нет, вроде чистенькая. Ну, в общем, вот такая густерка, друзья. Даже не ладошник. Опять щука, ребята. Надоело. Щука стоит на точке. Ни в какую не дает рыбачить. Вот сейчас опять поклевка была. Живца оторвала. Тащишь изначально, оп, натяжка такая. Потом бук пропадает. Третий живца уже, наверное, который рвет. Ну хоть поводки не грызет, и то ладно.
Зацепил, ребята. Кого-то зацепил. Первенький. Вот и первенький, ребята. Что там? Не крупно, братцы. Ну, такая ляпка. Первый подлещик. А начали выходить бродяги. Ну вот, друзья, время 19:44. Ну, получается, где-то половину первенький подлец. Просто сейчас уронил камеру прям в эту жижу, блин, и кое-как отмыл ее. Ну, что-то уже. Такой подлещик, не крупный, конечно, но поклевка сразу. Та-та-та-та-та, затряс. Отлично, ждем. Значит, может, и с вечера поклюет. Не надо ждать ночь. Было бы интересно. Какая-то мелочь. Блин, травы, ребята, море. Подсачник-то надо будет, по сути, уже раскладывать. Плотвичка. Я только думал, где она. Ельчика поймал, а тут вот сорожка небольшая. Возьмем, Соня у нас кушает рыбу под старость лет. Возьмем. Ну вот, начинаем расклевываться, друзья. Густера. Да, густера, конечно. Смотри, друзья, и вот опять кто-то хватал. Вот на точке стоит хищник, вообще жестко. Прям чувствуется мелочь, а потом такие рывки. Ну, ты думаешь, что какая-то хорошая рыба. А в оконцове это просто не крупная щука, наверное, стоит. Рядом караулит. Зацепил, ребята. Вроде зацепил. И крупный подлещик, скорее всего. Ну, поклевка его была. Бам-бам-бам. Он потом шнур провисает у него. Подсачник вот надо раскладывать, нет? Не люблю эти подсачники. Ух ты. Я тут начал бодаться. Ну что, друзья, нормальный подлец. Желтенький уже. Ух, хороший, ребята. Оба. Это уже под лещ. Добротный. Классика жанра. За губу. Вот такой красивый. Отлично.
Началась возня. Да? Ну что делаешь-то? Отлично, ребята. Это уже поинтересней. Кидаю чуть-чуть пониже, друзья. Не прямо, потому что все равно стаскивают эту позицию. Не держит. А вот так прям даю и корм не растягиваю по зоне, потому что метров 6-7 стягивает. А тут, в принципе, стоят нормально. В одну точку. Ну, вот это я понимаю. Солнышко село, поклевка. Ну, мы настолько привыкли, конечно, здесь, что вечерний выход, бывает ночью клюет. Утром я попадал часто, потому что в прошлом году сильно начал заниматься фидером. А вот на Волге, ну, просто у меня первое впечатление, ребята, я вам сегодня рассказываю. Там может и днем клювать он. И как бы тоже от воды много зависит. Воду сбрасывают, вода прибывает, то падает. Здесь как бы все-таки текет она своим ходом. Тут и качает мелочь. Ну что, взяли одного, хороший. Отлично. Продолжаем. Ну все. Другое дело. Кстати, лучше ничего пока не нашел. Рифтомид, мошка, антикомар, клещ. Классная вещь. Очень нравится. Густерочка. Махонькая. Но уже без щучьих зубов. Это уже радует. Кошки возьму. О, сколько комариков, друзья. Комарики бунтуют. Но они как бы побрызгался, они летают и ну, просто на них надо внимания не обращать. Они не кусаются просто своим этим. То, что они зудят под ушами, то вот это неприятно. Как будто они мешают. А так, если привыкнешь, то нормально. Хорошо. Комарье. Рыба-пескарь, друзья. Пескарек. Опа. Пескари вышли. Тоже любят опарыша. Тоже любят опарыша. Так, время у нас начало 11-го. Вот жду, ребята, выхода. Меняю опарыша. Но мелочь все равно не дает. Да и траву надо щипать. Смотрите, друзья, сколько уже травы у меня. Все-таки. Ну, благо, что это трава, это не пух. Траву спокойно снял, нормально. А вот если пух, то это все. Это край. Вот как-то оно так получается. Опа. Я скажу, друзья, прохладненько. Прям не то слово. Вот здесь буквально на днях еще стояла вода, чтобы вы понимали. Вот вода хорошо стала падать. Вот он такой должен сухой быть. Я немножко так прикидываю кубы. До часу, до двух я постою. Можно было бы сворачиваться, но
У меня нет возможности уехать домой. До места, так сказать, парковки лодки я доеду, но чтобы меня кто-то забрал с поселка до дому с вещами, нет такой возможности пока. Супруга в другом селе вообще, получается, на машине. И мне в любом случае надо будет быть до утра. Ну вообще затихло. Просто перезабрасываю, ну так впустую. Даю немножко постоять кормушкам. Так как правило, когда ты выдираешь с прикормочного места кормушку, то рыба тоже шугается. И частые забросы это не есть хорошо. Когда точка уже накормлена, мне кажется, надо уже немножко снижать темп. В общем, как-то оно так. Прохладно. Прохладненько. У меня есть, конечно, палатка с собой, маленькая моя походная. Спальник, коврик, подушечка. Я могу себе устроить спокойный перекур до утра. Ну, жду, ребят, поклевки. Пока ноль. Поклевка такая дерзкая какая-то. Мимо, да? Заколошматил, блин. Даже и не понял. Ну, кто-то есть. Что за там? Селедка опять мелкая. Густерка. Клювал как настоящая, блин. Бешеный туман, друзья. Лещами не пахнет. Время 12. Короче, я решил дать по чаю. Вообще замерзать стал. Ноги мерзнут. Прям вообще не по кайфу стало. Но видно, что воздух холоднее, чем вода. Но есть чай. Есть, друзья. Пирог от Алены Сергеевны. Вот такой вкусняк. Такая вкусняха. Это, ребята, просто кайф. Блин, хрена ли так холодно, я вообще в шоке. Просто в кофте. Ну, я как бы по-летнему, солнце-то греет. Флиску уже одел. Просто дубак, хрен знает сколько градусов. Ну, такое ощущение, что, блин, не знаю. Я обычно к холоду нормально относился. И как бы там не мёрз, потому что привыкший. А здесь труба. Огонь. Чай сейчас хоть согреет, мне кажется. Блин, вообще стоит колом все. Не клюет. Фонарик, ребят, не знаю, не ставлю. Не знаю, как на камеру видно, но в принципе нормально. Еще ночи светлые. У нас, кстати, сейчас в середине июля начнет и прям крепать будет. А август будет вообще темный. Я, короче, ребят, не вывожу. Это север, детка. Охренеть, блин. Что я вообще замерз. Вообще замерз. Ноги вообще что-то мерзнут. Чай уже не помогает. И без клювя. Сидишь, тишина.
Хотя Женек, вот, допустим, говорит, что Андрюх с 11 до часу, говорит, поклевал. Ну, опять же, вода падает, ребят, хорошо вода упала. Видно, прям вот этого не было. Вода упала хорошенько, да и по рогатулькам я вижу. Ну, грязь это, блин, она надоела. Я уже, смотрите, ребят, если видно, конечно, завтра покажу потом. Точнее, сегодня уже. Сколько я здесь нахерачил. В общем, посижу еще немножко. Поклевка какая-то. Только перезабросил. Посижу немножко, друзья, и пойду я согреваться, наверное. Поставлю палатку маленькую. Залезу в теплый спальник. Я думаю, мне только спальник поможет. Да и поспать надо все равно. А утром посмотрим. Порыбалим. Куда-нибудь туда заползу. Но пока вот такое желание у меня. Погода сейчас. Сейчас в Визинге +8, ясно. Ощущается как 6 градусов. Я что, ребят, думал. Вот такой июль, да? Обычно ночью градусов 18-20. Днем 30. А здесь ощущается как 6. Это еще он показывает, ну, то бишь, на реке здесь все, наверное, 5. Еще с туманом тут вообще дубак. Я что и думаю, что-то. 5 градусов, ребят, что это? Это весна или октябрь месяц. Вот что-то такое. Такая погода, ребятки. Все, друзья, замуровался. Ноги просто замерзли. Говорит, что 8 градусов. Ощущается как 6. Но на реке все 5. А то и 4, наверное. У меня даже опарыши, ребята, они даже шевелиться перестали в банке. Это говорит о том, то, что как в холодильнике. 2-3 градуса тепла. Север, детка. Это тебе не на Волге балдеть. Короче, флиску не снимаю, друзья. Хотя в спальнике люблю раздеваться, наоборот, так быстрее согреваешься. Но не всегда. Любимый мой спальничек. Постиранный, пахнет вкусняшкой. Второй час, ребята, утра. Я немножко согреюсь. Но в любом случае усну. Ну, утрянку посмотрим. Все.
На связи. Костерочка. С ночи сидит. Что, друзья, доброе утро. Сильно замерз, конечно, вчера ночью. Время 4 утра. Вот только сейчас под утро согрелся от солнца. В палатке стало жарко. Начинаем рыбалку. Фидера вчера оставил, не стал выматывать. Думаю, ладно, мало ли ночью какой-нибудь клещ попадется. Ну, в общем, он густерка на первом сидит. Так что будем посмотреть. Грязи, конечно, много. О, ребята, рыбка. Не зря оставил. Вместе с травой, правда. Не знаю, как буду выматывать. Уже не могу выматывать. Подлещик. Вышли ночью. Густерочка, густерочка, густерочка.
2. Тут опять бодал, блин. Стоит тут хищник, солнце, короче. Ребят, совсем другое дело. Так согрелся. Шикарно. Да, ночка, конечно, прям. Ну, с ночи получается. На этом подлещик, на этом густерка сидел. В какой-то период, может, рыбка выходила. Хотя я лег где-то в час, во втором. Долго не мог заснуть, минут 15-20, наверное, маялся прям. Пух. Ну, в 4 я проснулся от того, что жарко стало в палатке. Специально ее поставил на пляжу, на открытом участке, чтобы никаких кустов не было, чтобы, ну, прям с раннего утра я согрелся немножко и пришел в себя. Вот реально, ребят, замерз. Ну, маленькая палатка выручает меня. Помощница всегда. Я бы вчера ночь просто не досидел. Хотя уже оставалось уже там час-полтора, чтобы стало солнце. 2. Но я бы не смог. Ну что, клюет, ребята, мелочь. Возможно, пройдет еще подлещик. Но не выходил вчера, он не выходил. Не клювал. Это так. Это так. Вода падает. Не знаю, радует это, не радует, так как по сезону она уже раз 17, наверное. Вот так поднимала, падала, поднимала, падала. Так что будем посмотреть, как говорится. Чайку попьем еще. Елец. Ты еще рыбу уже мало делаешь. Это есть. Окунек на опарыш. На опарыша? Да, совсем проголодался, бедолага. А на опарыша кидал, я что-то у меня были, да я не кидал. Да, нет, я только на опарыш. А только? Да, на пучок. Заглотил, блин. Ну. У меня были там... Елец, друзья. Мелкие такие ельчики. Вкусная рыбка, кошка будет довольна. Палатка, друзья, в очередной раз выручила. Поспал, отдохнул, согрелся. Отлично. Маленький комплект. Места не занимает, но сплю в ней вообще шикарно. Тут вдвоем даже можно поспать. Вообще легко. Все, собираю палатку, подсохло нормально. Ну, друзья, помыл лодочку. Красота. Разделся. Люблю, когда в лодке порядок. Чистое дно. Вот коврик еще надо. Коврик надо еще. Кстати, многие спрашивали, что за цепь. Ну, во-первых, друзья, это делается на каждой лодке, мне кажется, хотя бы, который уже идет 15-й мотор.
Ты не дай бог, если куда-то врежешься, что мотор не вырвал с транса и мы его не утопили, он будет висеть. Это раз. Ну и так, на всякий случай, потому что в наше время у нас уже по району 3 мотора нарезали. Так что понятно, что там можно это откусить, но халявы не будет. Если кто-то захочет снять его, халявы не будет. Елец, елец, елец. Куда-то ведет прям вперед. Кто там такой? Елец, что ли, опять? Окунь. Ну, короче, все, друзья, надо сворачиваться. Уже вот всякая мелочь пошла. Ну, братцы, подведем итоги. Улов, конечно, скромен. Ну, рыбку мы повидали. Сысала. Матушка меня не обидела. Ну, попался такой хорошенький, друзья. Один живой. Вот такой черныш. Нормальный. Хорошенький лещ. Ну, не лещ, подлещик. Черный. Такой грамм 800-900. Хулиган. Ну и в общем вот таких штуки 4, наверное, подлещика еще. Я там не всех снимал. Короче, ну и мелочь, друзья. Так что водичка падает. Поедем на свои точки. Круто. Отходим, господа. Отходим. Опа. Отходим, господа. Отходим. Думал, без подсоса заведется. Почти. Ну, друзья, отхожу. Спасибо местечку. Вода классно падает. Покайфовал на пляжике. Ну что могу сказать? Рыбалка начинается, друзья. Начал проклевываться лещ. Да, в этом году ужасная рыбалка. Я думал, что середина или осень даст. Но лето пока беспонтовое. Нету лета. Замерз очень сильно. Не ожидал такого наплыва. 6 градусов, 5 тире. Блин, что-то как-то не в кайф. Короче, друзья, еще хочу потренинговать, но если что-то будет, то включусь, а если нет, то давайте буду прощаться. Все, увидимся. Впереди классная экспедиция, друзья. Вот такая. Готовимся там прям по-серьезному. Так что на связи.